Местная общественная организация, Управляющий совет родителей Амитхашинского детского сада «Намин» совместно с педагогическим коллективом завершил реализацию проекта «Всем равные стартовые возможности», ставший победителем открытого конкурса на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского сообщества в июне 2019 года. Грантовые средства в сумме 957 тысяч рублей были направлены на создание образовательного пространства «Умные дворики Намин» на внешней территории детского сада. При проектировании умных двориков ставилась задача создания средовых условий, в которых бы ребенок свободно действовал по своей инициативе и интересам, самореализовывался в процессе игры, общения, познавательной, исследовательской и двигательной деятельности. Каждый умный дворик, с одной стороны, должен быть доступным, свободным и предлагать ребенку целый веер возможностей для реализации познавательной активности. С другой стороны, обладает некими рамками и правилами поведения, конструктивного взаимодействия, дружелюбия и безопасности. Таким образом были созданы 5 центров детской активности, названных умными двориками. Дворик двигательной активности, дворик развития, этнодворики, дворик отдыха, дворик интересов с включением в него Центра интеллектуального развития с игровым оборудованием Воскобовича, шахматным уголком, трилингвальной средой языкового развития дошкольников. Представляем вашему вниманию образовательное пространство «Умные дворики Намин». У входных ворот детского сада расположен дворик отдыха. В летнее время это комфортная зона отдыха для детей и их родителей, радующая глаз буйной зеленью деревьев и кустарников, разнообразием прекрасных цветов, альпийской горкой, возле которого бьет фонтан. В жаркий летний день дети особенно любят наслаждаться прохладными струйками воды, радуясь и одновременно взбадриваясь. Можно посидеть на деревянных скамейках, послушать музыку, помечтать и пообщаться на разные темы со сверстниками и родителями. Здесь же располагаются качели. Качели – любимое занятие детей. К тому же они тренируют руки, ноги, вестибулярный аппарат и даже смекалку и выносливость. Дети любят уединяться, секретничать с друг другом, выражать свои эмоции и чувства. В беседке, небольшой по размеру, уютной и удобной, дети могут распределяться небольшими группами, самостоятельно обустраивать ее под различные игры, при этом чувствуя некую обособленность и уединенность. Можно просто посидеть одному или с другом, поговорить, посмеяться, рассмотреть книжку, позвонить маме по игрушечному телефону. Рядом с фасадом детского сада расположились этнодворики. Этнодворики решают важную проблему приобщения дошкольников к традиционной культуре народов, населяющих Забайкалье. Здесь дети знакомятся с бытом крестьянской семьи, с предметами старинного русского жилища – печь, прялка, посуда, коромысло, с их традициями и обычаями. Также в этнодвориках размещен уголок бурятского быта, где дети могут видеть жилище бурят, юрту и предметы национального быта. Через игры, ситуации, занятия, досуги и развлечения педагоги стараются создать обстановку сопричастности каждого ребенка к традициям, культуре, языку бурятского и русского народов. Дворик развития ориентирован на любой возраст детей. Не только активизирует двигательную активность, а также игровую деятельность, способствует познавательному развитию, расширению кругозора, формированию социальных навыков. На участке дворика имеется оборудование, обеспечивающее разнообразную деятельность детей и взрослых по направлениям: оздоровительное, познавательное, двигательное и игровое. Самым интересным для детей является метеолаборатория. Именно здесь ребята знакомятся с измерительными приборами, узнают об их предназначении и сейчас ежедневно проводят наблюдения за погодой в определенной последовательности.
определяет температуру воздуха в тени и на солнце, измеряет количество осадков с помощью дождемера, снимает показания барометра, с помощью ветрового рукава определяет направление и силу ветра. Метеоплощадка стала маленькой экосистемой нашего детского сада. Родителям инициатива детей и педагогического коллектива тоже пришлась по душе. Вместе с детьми, уходя домой, они с удовольствием идут понаблюдать за температурой, влажностью воздуха и другими погодными явлениями. По периметру территории находится сибирский огород. Огород нужен для того, чтобы знакомить детей с природой и ее сезонными явлениями. Это еще дает возможность увидеть результаты своей работы и также способствует формированию трудовых навыков и объединению детей. Труд на свежем воздухе способствует сохранению и укреплению здоровья детей. Здесь формируется начало экологической культуры. Уголок леса на территории нашего детского сада используется не только в декоративных, но и в познавательных целях. Уход и наблюдение за деревьями и растениями учат детей наблюдать, анализировать, делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи, расширяет знания дошкольников, а также формирует чувство ответственности перед природой. Птичья гостиная. Не остались без внимания и наши пернатые друзья-птицы. Птичья гостиная оборудована для воспитания заботливого отношения к птицам, особенно в зимнее время. Дети помогают выжить птицам в суровых условиях сибирской зимы, подкармливая их, строя домики-скворечники. Дворик интересов. Дошкольное образование должно отвечать современным вызовам времени. Мир меняется, меняются и люди. Дети 21 века другие. Их отличает другое мышление, поведение, круг интересов. Сегодня модно быть умным, и чтобы ребенок был активным, творческим, интеллектуально развитым, нужно строить другие отношения, создавать для этого необходимые условия. Именно поэтому нами создан интеллектуальный центр, в который входит уголок развивающих игр Воскобовича, шахматный уголок, зона трилингвальной среды. Уголок развивающих игр Вячеслава Воскобовича оснащен разнообразным игровым комплектом «Фиолетовый лес». Фиолетовый лес – это своего рода виртуальный, образный и очень интересный мир. По сути, это сенсомоторная зона, в которой дошкольники активно действуют с развивающими играми. При этом активно работает мыслительная деятельность детей. Развивается речь, творческие способности. Сказочность развивающей среды способствует игровой мотивации, наполняет игровые действия особым содержанием. Шахматный уголок. Обучение шахматам – это прекрасная возможность создавать на групповых занятиях и вне их ситуации успеха, помогающие старшим дошкольникам раскрывать свои способности и возможности, а воспитателям повышать уровень творческой и учебной мотивации детей. Поскольку шахматы – это стратегическая игра, с уверенностью можно сказать, что, играя в шахматы, ребенок развивает свои аналитические, умственные способности. В интеллектуальном центре имеется зона трилингвальной среды, образовательная технология Галины Доля, Key to Learning, ключ к учению, соответствует принципам и задачам в ГОС дошкольного образования. Проектируется уникальная трилингвальная среда, которая предлагает проблемные, игровые, специально смоделированные учебные ситуации, способствующие развитию творческого воображения и поддержке инициатив детей. Трилингвальная среда, русский, бурятский, английский языки погружает ребенка в межкультурное пространство, способствует приобщению к национальной культуре, вхождению в социум, решению проблем параллельного становления языковой и общих способностей. Особого внимания заслуживает столярная мастерская «Маленькие умельцы». Столярное дело позволяет формировать у ребят качественное отношение к труду, прививает целеустремленность, внимательность, развивает самостоятельность. Столярная мастерская введена в соответствии с интересами и потребностями детей.
Ознакомление с азами столярного дела в основном планируется в процессе практической творческой деятельности в клубе «Школа отцов», где папы станут наставниками своих сыновей. В ходе работы столярной мастерской планируется выставка лучших работ. Летний театр, зимний театр. Ежемесячные представления детьми в театрах, пение песен и постановка танцев вызывает огромный интерес детей и их родителей. Дети с увлечением репетируют роли, ставят детские спектакли, готовят театральные реквизиты. В зимнем и летнем театре переплетаются все виды деятельности. Здесь проходят конкурсы, развлечения и игры детей. Также дети любят дворик двигательной активности. На внешней территории детского сада для занятий физическими упражнениями, спортом, привития навыков здорового образа жизни создан мини-стадион. На мини-стадионе выделено несколько зон: футбольное поле, лукодром, клуб бурятской национальной борьбы, территория народных спортивных игр, территория народных подвижных спортивных игр. Таким образом, образовательное пространство нашего детского сада, его ресурсы оказывают огромное влияние на развитие детей, способствуют социальному взаимодействию детей друг с другом, со взрослыми, педагогов и родителей. Устройство умных двориков представляет нашим воспитанникам и детям нашего села возможность активно осваивать пространство, самостоятельно изменять окружающую среду, испытывать радость от физических нагрузок, двигательной активности, знакомиться с природой, экспериментировать, а также иметь возможность для уединения и отдыха. Важно, что умная организация образовательного пространства детского сада способствует развитию детских инициатив, саморазвитию, позволяет удовлетворять исследовательские потребности, обеспечивает качество дошкольного образования. Реализация президентского гранта дала возможность создать условия, насыщенную образовательную среду территории для развития детей дошкольного возраста села Амитхаша.